Сегодня театр драмы имени Виктора Савина отмечает 90-летие. Именно Савинский театр сегодня главный хранитель театральных устоев сценического опыта в Республике Коми. Хотя не менее успешен и региональный национальный музыкально-драматический театр. Ему, к слову, в этом году исполняется 30. В юбилейный год он мечтает о своей сцене и о новом здании. Дарья Вологжанина поведает детали. С такой волнующей мелодией в свой юбилейный сезон входит Национальный музыкально-драматический театр Коми. В январе этого года ему исполнится 30 лет. Изначально в 1992 году он был создан как театр фольклора, направленный на сохранение самобытности национальной культуры. Переименовали его в 2005. В республике это единственный театр, где постановки идут на национальном языке коми народа. За последние годы зрители дали ему еще одно название – «Бродячий». 3 года назад артисты лишились собственной сцены, но, как настоящие бременские музыканты, не потеряли энтузиазм. Возможность пройти ногами премьерный спектакль «Джор Курч. Орел седой» есть только за несколько часов до показа. В этом году театр открывает сезон в концертном зале Сыктывкар. Для него и декорации пришлось адаптировать, уменьшить и со светом повозиться. Ведь театрального, к которому привыкли актеры, здесь и вовсе нет. Поэтому все ставки труппы на актерскую игру. Артист Андрей Японешников на глазах постарел. Далось это ему нелегко. В дом одной коми-женщины Сандеры просится на ночлег пожилой мужчина. В нем она узнает своего мужа Платона, который исчез много лет назад. Все, что делается театром, это делается для нашего зрителя, для коми-людей, которые проживают в нашей республике. И поэтому, безусловно, задача национального театра – ставить пьесы по произведениям наших национальных авторов. Это первая задача, да, поддержать их. И, естественно, наши национальные авторы, они всегда говорят больше о жизни, быте, культуре коми-народа. И поэтому то, что нам ближе, потому что на это ходит и наш зритель. Даже на чужой сцене артисты смогли очаровать своего родного зрителя. 4-я стена рушится с первой минуты, погружая зрителя с головой в спектакль. Вместе с актерами он испытывает все самые яркие чувства – разочарование, обвинение, жалость, сочувствие и любовь. Сопереживает дочери, которая впервые видит своего родного отца, и отцу, который рассказывает о своей нелегкой судьбе. Я до сих пор еще чувствую, и даже моя речь еще у Платона. То есть я еще не весь вышел из образа, поэтому у меня нет такого глобального фонтана. Одно я понял точно, что я останусь со своей Сандрой. Я уверен, что у ребят настрой отличный, всегда боевой, потому что премьера – это всегда праздник. И театр – это всегда праздник. Будучи это драма или комедия, все равно для артиста выходящего и для зрителя театр должен нести светлое что-то. За долгие 30 театр обрел своего зрителя, преданного и любящего. В основном постановки посещают носители коми-языка, особенно комедии. Говорят, коми-юмор непереводим. Просто соскучились по артистам, по театру, по коми-языку. Очень этим горжусь, что у нас такой театр, есть такие спектакли на родном языке. Сейчас у театра есть только одна проблема – отсутствие собственной сцены и зрительного зала. Здание бывшего дома профсоюзов на Бабушкина 4 50-го года постройки. Ныне памятник архитектуры потихоньку стареет. Этот зал не видел зрителей уже 3 года. В 2018-м его закрыли на ремонт. Подрядчик нарушил сроки, еще и выполнил работы с многочисленными нарушениями. Все это привело к судебным тяжбам между театром и подрядчиком. Решением суда последний должен выплатить 3 миллиона рублей компенсации. Между тем, за это время зрительный зал еще больше обветшал. Несмотря на то, что сегодня у нас есть огромная проблема с созданием нашего национально-драматического театра, сегодня это для нас очень
большая проблема, над которой мы работаем. На сегодняшний день по согласованию с руководством театра мы не приостанавливаем творческую деятельность. Театр сегодня у нас базируется на различных площадках государственных и муниципальных учреждениях культуры. На сегодняшний день также театром разработана проектно-сметная документация на ремонт кровли. На это выделено тоже 5 миллионов рублей из республиканского бюджета. И я думаю, что в ближайшее время, наверное, мы определимся именно со строительством, с местом, наверное, строительства, где будет у нас находиться новый театр. Вопрос о нелегком положении Национального театра на особом контроле. Глава Коми лично этим летом поднимал вопрос на Петербургском экономическом форуме в интервью ТАСС. Культурное наследие надо поддерживать. У нас самый северный театр оперы и балета. Он 1960-х годов, требует реконструкции. Плюс большая потребность в новом достойном помещении для Национального театра драмы. Там очень сильная труппа, он очень востребован. Оба эти театра мы также ставим в приоритет под бюджетные кредиты. Сегодня уже не говорят о реконструкции прежнего здания. В приоритете строительство нового. Директор Нацтеатра отмечает, нужно, чтобы оно располагалось в самом центре столицы, вместе с хорошей транспортной развязкой. И такое место даже нашли в прошлом году. На пересечении Октябрьского проспекта с улицей Оплеснина. На минувшей сессии Госсовета этот вопрос затронули снова. Теперь построить комидраму предлагают в местечке Югычой, что между Эжвой и Сыктывкаром. Это перспективный район, который в будущем превратится в еще один жилой квартал столицы. Однако пока это лишь предложение, которое власти еще рассматривают. Да, мы видим размещение театра там. Почему там? Потому что, с одной стороны, у нас Эжва, значительное количество жителей, с другой стороны, у нас рядом Орбита, и больше половины жителей Сыктывкара окажется рядом с районом Югычой. И, исходя из этого, социальные и медицинские объекты, которые планируются там к размещению, будут более доступны, чем в исторической части Сыктывкара с нашей точки зрения. Светлана Горчакова – худрук театра с самого его основания. Отмечает, не было и года за эти 30 лет без какой-нибудь жилищной напасти. Проблемы с крышей и подвалом рядовые. Больше всего, конечно, поддерживает идею строительства. Не против и Югычоя. Вы знаете, я не против. Я думаю, что когда театр оперы и балета начали строить, это была самая крайняя окраина. Последним домом перед театром оперы и балета стояла Академия наук. За ними были картошка, козы, коровы и все что угодно. Точно так же, когда мое жилье было на улице Димитрова, угол Димитрова-Морозова, там, извините меня, было только кладбищенская этот заборчик, и дальше были поля. Я в молодости по этим полям по утрам бегала на лыжах. Сейчас там хороший микрорайон. Я не против, если там будет неплохой микрорайон, и это где-то будет между городом и Эжвой. Руководство и артисты театра надеются, что когда-нибудь они обретут свое пристанище. Большое, теплое и комфортное. Все трудности, с которыми они достойно справляются уже 30 лет, преодолеют. А пока артисты готовятся к юбилею. Впереди серьезная постановка Настасьи Филипповны по Достоевскому.